Сегодня были такие слухи о том, что заново возобновили уголовное дело по отношению к вам и некоторым бывшим депутатам по делу о мародерстве. Прокомментируйте, что это было? Мародерство. Когда это происходило? Дело 2012 года. Это мародерство когда происходило? В 10-м. Какие дни? 7-го, 8-го. Я же сказал, тогда по просьбе наших соратников я согласился возглавлять МВД. Мои состояния, здоровья, вы все свидетели те годы. МВД 7-8 был в деморализованном состоянии. 447 раненых в Бишкеке, в Таласе, 2 убитых. Мародерство остановил народ. Я опирался в то время только на дружинников, на жителей. А где был в то время Атамбаев? Когда шел мародерство? А? Он обвиняет меня в мародерстве, который с помощью народа за 14 часов мы остановили мародерство. Мы помним историю 2005 года. Да. Дело ведь касается, появились какие-то новые обстоятельства после того, как прокуратура передала уголовное дело в ГКНБ. Ну, конкретнее, знаете, сказать, что... это подготовка шло. Это обрабатывали массу. Они создавали такой имидж Атамекену в течение 6 лет. Мародерством занимался Генеральная прокуратура. Мародерством занимался СМБ. Мародерством занимался МВД. Мародерством даже занимался ГСН. Если относительно меня, про меня опросили 198 человек. Начиная от водителя моего, кончая всех. Ни один не дал показаний. Какое мародерство? Мы думали останавливать мародерство. Мы хотели установить мир и покой бишкекчанам. Мой первый приказ, когда пришел в МВД, я издал приказ стрелять по мародерам. Стрелять по мародерам. Вот того человека, который за 14 часов остановил мародерство в Бишкеке, благодарность я вижу, да? Они хотят любым путем найти что-то на меня. 6 лет искали. Я говорю, долго будете искать еще, да? Разные слухи пропускают. Но я вам одно скажу, молодой человек. Если докажете, кто-нибудь докажет, что я взял ржавый, кривой гвоздь, расстреляйте меня. Я до этого, знаете, отправлял пулю. До этого объявлял 5 миллионов журналистов. Прекрасно помним ваше выступление в парламенте. Они сделали нас оправдывающим. Да. Я Как вы считаете перспективы этого уголовного дела? Перспективы уголовного дела. Это мы ведем речь о законности. Я сегодня сказал, законы не работают сегодня в Кыргызстане. У нас устанавливается тирания. Это все дозволенность и плевательское отношение к закону. Что можно ожидать от тиранов? Что? Мы стали сегодня, видите, огородили нас. Да. Суд. А вот огородит правду. Вот
железной решеткой. Вы, наверное, прекрасно помните речь Атамбаева, когда он сказал, что с его уходом он заберет всех старых политиков. Что он имел в виду и как вы прокомментируете? Всех он не заберет. Он окажется в одиночестве. Одиночестве. Его ждет одиночество. Он такой пушистый, беленький, все члены Временного правительства такие негодяи. Слушайте, господа, я 2 месяца был министром. В этом месяц лечился. Я хочу еще раз процитировать президента Атамбаева. А также, помните, 31 августа в своей речи на площади он также обвинил Временное правительство. И, в частности, указал, что некоторые члены Временного правительства на тот момент были бедными и просили чуть ли не на сигареты. Это его речь. Что он имел в виду, кого он имел в виду, что сегодня они катаются на джипах. Я никогда не просил у него за сигарету. Это официально заявляю вам. Да. Вот просто... После 31 августа ко мне домой пришли Роза Тумбаева, Текабаев, Каптагаев, Кеңешбек Дүйшебаев, все другие. Я был далек от политики. Я сказал, а что, зачем пришли? Вот так. Вот так случилось. Я сказал, на кого обижаетесь? На Атамбаева. Атамбаева обижаться нельзя. Ему нужен скорая психиатрическая помощь. Вот этот Атамбаев. Атамбаевтың түйіне жете тұрған кекшілдегі злопамятство. Бұланың түйіне жетеді. Он не может простить некоторые высказывания Временного правительства. Да. Мен уағында Ақаев қорғытылған емес. Мен уағында Бакиев қорғытылған емес. Атамбаев қорқытады дейсің. Атамбаев түрмесінен кім қорқыт? Конечно, они любую пойдут, чтоб на город поэтому Текебаев турал. Да. Все доказали. Маевского. Слайса Маевского. Такого числа я встречал с Текебаевым в Москве. Он говорил всем. Он говорил показания. Есть видео. А это время, где был Текебаев, все доказали. Он не был в Москве. 5-го он улетел из Киргизии. 6-го из Ташкента Ригу. Из Риги в Осло. Из Осло. 11 вылетел, 12 утром оказался в Кыргызстане. За что вы держите? Скажи. Зачем? Это же белыми нитками шито. Это сломается. Сломается это все дело. Они хотят, может, очистить поляну перед президентским выбором. Ну, давайте. Посмотрим. Мені ешкім шақырған жоқ. Мен бүгін учып кетішім керек эле лечениеге. Бирок учпайын деп шештим. Анткени аэропорттан кармап алып, жерде качып баратканда кармап алдык деп дүңүлдөтөт баардык телевидение массовый. Ошондуктан күтүп атам. Качан чакырат экен? Мен качып аткан жерим жок. Кыргызстанда элемин. Айтып атпаймынбы? 6-чы, 7-чы, 8-чы мародерство болгондо мен айтып бердим сизге. Атамбаев каякта болду эле? КБ каякта болду эле? Бир мародерду колдон кармаганга жардам берди эле? Мен дружинниктердин күчү менен токтоттум эле. Атылсын деп письменно буйрук бердим эле.
Бары. Жомок-то. Жомок.